Мы в этом уже. Зато у нас есть радостная новость. У нас на связи с нами Карина Орлова, журналист из города Вашингтона. Надеюсь, сегодня звук будет хороший. Здравствуй. Айдер, привет. Очень рада быть в твоем эфире снова. Спасибо за приглашение. Не только мой. Это со мной в эфире Николай Воробьев. Он тоже долгое время жил в Вашингтоне. Почему-то вы там такой вроде небольшой город, а вы там даже не видите. Вот и встретились. Вот он украинский аналитик. Тоже вот мы говорим все время об одной и той же теме. Трамп. Что случилось? Вот давай начнем немножко, вернемся назад и о том, чего добился Трамп своими танцами с Путиным. Как сейчас его политическое положение, насколько изменились или не изменились его рейтинги и в какую сторону? Вот именно у избирателей, мне это интересно. Да, рейтинги – хороший вопрос, Айдар. Ну смотри, во-первых, рейтинги проводятся в США по 3 критериям. Либо опрашивают республиканцев, либо демократов, точнее по 4, либо независимых, либо всех сразу. Вот несколько дней назад газета Independent опубликовала рейтинги, опросы среди республиканцев проведенные, и там шокирующие они результаты показали. Большинство республиканцев сказали, что они все равно поддержат Трампа, даже если будет доказано, что Трамп сговорился с Россией. Подавляющее большинство так ответило. Это, конечно, были шокирующие результаты. Но Карина, извини, интересно проценты. Проценты какие? Ну, там что-то было в районе 80 или 90%. Какой-то страшный процент. То есть не 50 и не 60, нелегкий перевес. Но Washington Post вот вчера вечером публикует, я просто у меня в телефоне, да, извините, я смотрю в него, рейтинги, проведенные среди всех избирателей, да, среди среднего избирателя. И все-таки 51% опрошенных считают, что у русского правительства есть компрометирующая информация в отношении Дональда Трампа. 35% так не считает. 52% считают, что саммит с Путиным был провалом для США. И 73% опрошенных считают, что это было победой и успехом для России. И 54% опрошенных считают, что Трамп не действовал в лучших интересах США. Ну, там еще опрашивалось, естественно, очень важно расследование Боба Мюллера, да, то есть Трамп и его сторонники ведут такую активную информационную кампанию по дискредитации этого расследования, и эта кампания дает свои плоды, потому что все меньше и меньше процент опрошенных соглашается с тем, что расследование Мюллера как бы легитимно. Все равно это пока небольшое большинство с небольшим перевесом, но этот процент снижается, это очень важно. Параллельно